Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. К одному из самых великих дел, посредством которых раб приближается к Всевышнему Аллаху, относится то, что он встает на место пророков, когда он берет себе за образец пророков. То, чем занимались пророки и посланники, это, конечно, самое великое дело. Всевышний Аллах сделал пророков самыми достойными и лучшими своими созданиями и наделил их самой великой функцией. Какова же функция пророков? Призыв к Всевышнему Аллаху. Да'ва. Сегодня мы хотим сделать наши дела похожими на дела пророков. Всевышний Аллах говорил пророку, да благословит его Аллах и приветствует: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Самое первое дело – это то, что я призываю к Аллаху. Это самое благородное дело перед Всевышним Аллахом. Когда ты зовешь людей на угощение, или когда какой-то царь говорит тебе: «Я делаю тебя своим помощником, чтобы ты позвал людей ко мне в гости», ты зовешь людей от имени царя на угощение. Тогда ты займешь важное место перед этим царем. Так что же будет, если ты начнешь призывать людей к Аллаху, царю всех царей? Так ты становишься одним из тех, кто доносит людям информацию об Аллахе. Как сказал Аллах: «Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня любым способом донес религию Аллаха до человека, да не мусульманина». Я не говорю о мусульманине-грешнике. Сегодня я поговорю о человеке не мусульманине. Пускай это твой слуга, служанка, водитель, рабочий, служащий любого человека. Через интернет, через Facebook, через электронную почту, по телефону. Сегодня любым способом найди себе не мусульманина. Сколько сегодня мусульман на земле? 1,5 миллиарда. Хорошо. А всех вместе людей примерно 7 миллиардов. То есть где эти 5,5 миллиардов? Все они не мусульмане. Как ты смотришь сегодня на то, чтобы призвать сегодня к религии человека, сделать да'ват мужчине или женщине, в хорошем тоне, с красивыми словами, как сказал Аллах в Коране? Сегодня есть такие легкие средства призыва, что проще не придумаешь. Сегодня ты можешь через Твиттер отправить человеку послание, о котором ты знаешь, что он не мусульманин. Поищи такого. Сделай поиск какого-нибудь иностранного имени. Ты можешь найти исламскую аудиозапись на английском или видео. В Твиттере есть такие файлы. Ты их увидишь. Зайди в избранные исламские видео, и ты увидишь послание, направленное англоязычным людям. Зайди к любому человеку, которого ты найдешь, который говорит на английском, и отправь ему личное сообщение. Напиши ему что-то приятное, чтобы он послушал эту запись или посмотрел ее. И таким образом ты донесешь до него религию Всевышнего Аллаха. Хорошо. Он обязательно должен будет принять ислам после этого? Нет, не обязательно. Хорошо. Но какая же будет польза, если он не примет ислам? Польза есть. В принципе, есть даже две пользы. Конечно, если он примет ислам, в этом будет великая польза. Хорошо. А если он не примет ислам, будет две пользы. Во-первых, ты донесешь до него аргументы и доводы. Одной из целей посланников было то, что они доносили доводы до человечества, чтобы в судный день люди не припирались со своим Господом и не говорили: «Господь наш, к нам не приходил увещеватель, а теперь Аллах приведет тебя, брат, или тебя, сестра, в судный день и скажет: ты в такой-то день отправил сообщение такому-то человеку, ты позвонил такому-то, дал ему книгу, донес до него религию, и ты будешь свидетельствовать перед Аллахом и скажешь: да, о Господь, я донес до него». И тот человек замолчит, у него уже не будет оправданий.
الله حجة بعد الرسل. Ты словно окажешься на месте посланников, донося довод Аллаха до людей. Вторая польза, когда ты придешь в судный день, у тебя будет оправдание перед Аллахом. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Сегодня день призыва. Сегодня шайтаны закованы в цепи. Сегодня призывает к благу. Сегодня открыт рай. Сегодня, любимый брат и уважаемая сестра, мы будем доносить религию Аллаха хотя бы до одного мужчины, хотя бы до одной женщины. Если посредством тебя Аллах наставит на прямой путь человека, мужчину или женщину, это будет для тебя лучше, чем красные верблюды. То есть лучше, чем эта дунья и все, что в ней. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله